أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Продолжая тему достоинства Медины, приведем хадис посланника Аллаха саллаллаху алейхи вассалям, который приводится от Анаса ибн Малика радийаллаху анху. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: التمس لي غلاما من غلمانكم يخدمني. فخرج أبو طلحة يردفني وراءه، فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل. قال: ثم أقبل حتى إذا بدا له أحد قال: هذا جبل يحبنا ونحبه. فلما أشرف على المدينة قال: اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم إبراهيم مكة. ثم قال: اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم. رواه البخاري ومسلم. Посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям один день Абу Тальхату говорит: я, Абу Тальхат, найди мне человека, который будет рядом со мной, помогать мне, прислуживать мне. Тогда, говорит, Абу Тальхат, говорит, привел меня, рассказывает Анас ибн Малик, говорит, что меня, говорит, привел Абу Тальхат к посланнику Аллаха саллаллаху алейхи вассалям. И мы, говорит, вышли, говорит, вместе с Абу Тальхатом, я, говорит, сидел сзади Абу Тальхата. Каждый раз, когда посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям слезал с лошади, я, говорит, значит, бегал, воду приносил для омовения и так далее, помогал. قال: ثم أقبل حتى إذا بدا له أحد. Затем, говорит, пророк алейхи салату вассалям направился, значит, приближался, говорит, уже к Медине, пока ему не показалась гора Ухуд. И пророк алейхи салату вассалям, увидев гору Ухуд, сказал: «Хаза джабалун юхиббуна ва нухиббу». Вот эта гора, это та гора, которая любит нас и которую любим мы. Кто любит пророка? Гора. Какая гора? Ухуд. Разве камень, у него есть чувство любви? Камень разве может любить? Оказывается, может. Пророк алейхи салату вассалям сказал: это гора Ухуд, это та гора, которая любит нас, которую мы тоже любим. Затем, говорит, увидел дома Медины. Пророк алейхи салату вассалям, говорит, тогда сказал: Аллах, я делаю харамом между этими двумя горами Медины. Я, говорит, то, что, значит, саму Медину я, говорит, делаю харамом, так же, как и сделал харамом Мекку пророк Ибрахим, алейхиссалам. Аллах, ты сделай баракат для жителей Медины в ихних муддах и ихних сахах. Хадис приводит имам Бухари. وقد روى الترمذي من حديث وليد بن أبي ثور عن السدي عن عبادة بن أبي يزيد عن علي بن أبي طالب قال: إمام ترمذي приводит حديث, где Абу Талиб, Али ибн Абу Талиб, сподвижник Али, радийаллаху анху, сказал: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فخرجنا في بعض نواحيها فما استقبله جبل ولا شجر إلا وهو يقول: السلام عليك يا رسول الله. Али асхаба говорит: один день, говорит, я вышел вместе с посланником Аллаха саллаллаху алейхи вассаляма в Мекке. Когда еще они были в Мекке, я, говорит, вышел вместе с посланником Аллаха саллаллаху алейхи вассалям. Расул Аллах саллаллаху алейхи вассаляма, говорит, не проходил мимо камней, не мимо деревьев, кроме как все деревья, все камни обращались к пророку саллаллаху алейхи вассалям и говорили: «Ассаламу алейка я Расул». Каждое дерево, каждый камень, возле которого проходил пророк алейхи салату вассалям,
все эти камни, деревья, пророк, алейхиссалату вассалам, говорит, давали салам. Даже деревья знали, что он пророк, посланник Аллаха, избранный из всех людей. Камни знали, только некоторые люди этого не знают. И некоторые люди этого не хотят осознавать, что Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям, он пророк и посланник Аллаха, избранный из всех творений, он является господином всего человечества. В хадисе посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказано: «Ана саййиду вульди Адама валя фахр». Я являюсь господином всего человеческого рода, всех людей господином являюсь я, но я это не говорю от гордости, я говорю то, что есть на самом деле, говорил посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Также приводится от Али Асхаба, радийаллаху анху, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جبل أحد جبل يحبنا ونحبه، فإذا جئتموه فكلوا من شجره ولو من عظائه. رواه الطبراني. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, что гора Ухуд – это та гора, которая любит нас, и которую мы тоже любим. И если вы окажетесь на горе Ухуд, поешьте что-либо из деревьев, которые есть на горе Ухуд. Что-либо из этой горы Ухуд, которая есть на горе Ухуд, поешьте. Поэтому возле горы Ухуд часто там финики продают, много фиников продают. Особенно желая баракат, исследуя за хадисом пророка, алейхиссалату вассалам, где Расулуллах сказал: ешьте из деревьев, которые есть в Ухуде. Многие люди именно с Ухуда покупают финики и оттуда приносят финики, чтобы баракат Ухуда был здесь, в Дагестане. Также приводится хадис, приводит Ибн Маджа, من رواته محمد ابن إسحاق عن عبد الله ابن مكنف عن أنس، وهذا إسناد واهٍ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبل أحد يحبنا ونحبه، وهو على ترعة من ترع الجنة، وعير على ترعة من ترع النار. Версии, которые приводятся от Ибн Маджа, цепочка хадисов, значит, чуть слабый хадис, но однако в этом хадисе сказано, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: пояснить, гора Ухуд – это гора, которая любит нас и которую любим мы. Гора Ухуд находится на саду из садов рая. Гора Ухуд, она находится в одном из садов рая. А что касается горы Ва'рун, горы Айрун, есть такая гора Айр. Пророк, алейхиссалату вассалам, сказал: эта гора Айр, говорит, находится на адском саду. На адской территории, говорит, находится Айр. Это Айр, говорит, гора, которая, говорит, нас тоже не любит, которую мы тоже не любим. В другом хадисе сказано, что Айр – это, значит, гора, которая находится, значит, на воротах ада, а Джабаль Ухуд – это гора, которая находится перед воротами рая, или, значит, после ворот рая. Поэтому, дорогие мои братья, Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям, вот так даже территории Медины, значит, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, хвалил, восхвалял. Есть множество хадисов, их всех перечислить невозможно. Иншаллах, дорогие мои братья, следующая тема будет о запрете посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, пугать, притеснять, обижать, оскорблять жителей Медины является харам. Об этом будет следующая тема. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.